Уважаемый Мамаль Шарипович, дорогие друзья, добрый день, мы очень рады всех вас видеть в Москве. В этом году исполнилось 30 лет с момента подписания нашего базового документа, договора о дружбе, взаимной помощи, стратегическом партнерстве. Вот в ноябре 1993 года этот договор вступил в силу окончательно. Отношения у нас развиваются поступательно и находятся на очень высоком уровне. Достаточно сказать, что Россия является основным торгово-экономическим партнером. По торговому обороту мы занимаем первое место, почти 22,9% товарооборота Таджикистана приходится на Россию. Одно из лидирующих мест по инвестициям прямым — 1,6 миллиарда долларов. Хорошо работает межправкомиссия. В следующем месяце, по-моему, должно состояться очередное заседание межправкомиссии в Москве. Надо отметить, что вот я упомянул про торговый оборот, существенно нарастают поставки в Россию продукции из Таджикистана, прежде всего сельхозпродукции. Рост составил 67%. Это очень хороший показатель. Гуманитарные связи у нас развиваются также весьма позитивно. И хотел бы здесь отметить, конечно, то, что мы в прошлом году с вами 1 сентября открыли 5 школ с преподаванием русского языка и вообще на русском языке. В этом году и последующие годы правительство России будет выделять по 200 миллионов на учебники для этих школ. Знаю, что их не хватает, но решение принято. Студенты-аспиранты из Таджикистана у нас учатся. Самая большая квота из стран СНГ приходится на Таджикистан — 900 тысяч человек. Мы на 24 и 25 годы увеличиваем эту квоту до 1000 человек. Я знаю это, я вам должен сказать спасибо, потому что знаю, какое внимание вы уделяете развитию русского языка и нашим отношениям в сфере культуры, в гуманитарной сфере в целом. Мы договаривались, вы в свое время вышли с инициативой создать в республике, во-первых, центр для подготовки и обучения талантливых детей Таджикистана, и Русский драматический театр имени Маяковского. На эти цели правительство Российской Федерации выделяет 4 и 3,5 миллиарда рублей соответственно. Так что эти планы будут реализовываться. Разумеется, очень важным является составляющая, связанная с обеспечением безопасности в регионе. И, безусловно, мы будем говорить, особенно в преддверии ОДКБ в Минске, будем говорить, конечно, по этой составляющей наших отношений, и прежде всего касающейся Афганистана. Вам там вы чувствительнее и яснее все, что происходит на этом направлении. Поэтому эта часть будет очень, очень важной. Ну и по другим, и в рамках других международных объединений мы работаем очень основательно и постоянно находимся в контакте друг с другом, согласовываем наши позиции. Мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать еще раз. Большое спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Рад очередной нашей встрече. Спасибо за теплый прием. Мне очень приятно находиться в Москве. Соскучились. Мы за продолжение активного межгосударственного диалога. Наши торгово-экономические связи находятся на подъеме. На самом высоком уровне развивается сотрудничество в гуманитарной сфере. Вопросы безопасности занимают особое место в двусторонней повестке. А сегодня хотел бы с вами обсудить состояние и перспективы нашего взаимодействия
а также международную и региональную тематику. Вы уже подчеркнули, я думаю, что в ходе переговоров мы еще продолжим. Есть очень много хороших дел, которые, как бы сказать, в экономическом и других направлениях. То вот, еще раз, если хотел бы поблагодарить вас о приглашении и радушный прием. Ну, у нас будет еще, сейчас вот переговоры, здесь вот мы поговорим в узком составе, потом в широком составе. И вечером будет возможность уже с глазу на глаз побеседовать за неформальным ужином, что у нас большая программа на сегодня. Спасибо.